Здравствуйте, это программа «Интервью дня». С 6 по 9 июня в городах Сибири, включая Кызыл, состоятся гастроли Красноярского академического симфонического оркестра. Более подробно мы об этом сегодня поговорим с дирижером оркестра Михаилом Масенковым. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, об этом проекте. Напомните. Проект называется «Музыкальное наследие. Симфония Энесая». Этот проект посвящен столетию со дня рождения Ростислава Докуроловича Канденбиля и 80-летию со дня рождения Хурышола Карасаловича Дамба. Все это проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В рамках проекта будет проделан очень большой и колоссальный труд. С Красноярским академическим симфоническим оркестром пройдет 3 концерта. Один уже концерт прошел в Красноярске 31 мая. Назывался «Выдающиеся композиторы Тувы». Второй концерт будет завтра, 6 июня, в театре Кукуола. И третий концерт пройдет 8 июня в Саяногорске. В рамках проекта с симфоническим оркестром мы сделаем студийную аудиозапись сочинений Канденбиля и Дамба. Будет сделан сайт, посвященный 2 композиторам, где будет размещена вся информация о них. Это фотоархив, биография композиторов, каталог всех сочинений, видеозаписи, аудиозаписи. Хочу сказать, что каталоги всех сочинений композиторов сделает музыковед из Тувы. Ее зовут Ульяна Донорова. Различные музыковедческие статьи, биографию 2 композиторов сделает профессор Новосибирской консерватории Карелина Екатерина Константиновна. Также в рамках проекта те сочинения, которые мы будем исполнять, будут изданы в типографии. И сборники нот, партитуры будут разосланы по библиотекам Сибири, по различным филармониям, концертным организациям и, конечно же, будут отправлены в Республику Тува. Замечательно. Как красноярский зритель воспринял первый ваш концерт? 31 мая концерт прошел, я считаю, очень хорошо. Публика красноярская уже знакома немного с тувинской симфонической музыкой. Год назад мы исполняли сочинение Владимира Солчаковича Тока, и концерт был посвящен 100-летию Республики Тыва. Поэтому красноярский зритель уже немножечко подготовлен к этой музыке, немножко уже с ней знаком. И я считаю, что тувинская симфоническая музыка произвела очень хорошее впечатление на красноярцев. Скажите, а кто участвует в этом фундаментальном проекте по возрождению наследия тувинских композиторов? Ну, во-первых, участвует Красноярская краевая филармония, потому что именно Красноярская краевая филармония подавала грант. Участвует Красноярский симфонический оркестр, участвуют, как я уже сказал, музыковеды. Это Ульяна Донорова из Кызыла, Екатерина Константиновна Карелина, профессор Новосибирской консерватории. Нам помогает Тувинская государственная филармония имени Валерия Михайловича Халилова, потому что нужен нотный материал в первую очередь, да, и в этом отношении нам очень помогают. Там идет очень активная работа, командная, для того, чтобы найти определенный нотный материал. Так как нотный материал находится не весь в филармонии, и многих сочинений нет в библиотеке Тувинской филармонии, то многие сочинения находили в Национальном архиве, либо в библиотеке музыкального колледжа имени Черголола. Дальше многие очень сочинения находятся, ну так сказать, в плачевном состоянии. Имеется в виду, рукописный материал находится в плачевном состоянии. То есть где-то уже что-то отсырело, какие-то фрагменты уже стерлись, где-то уже находится в партитура в таком состоянии, что
ну, практически уже где-то рассыпаются. И приходилось большие фрагменты восстанавливать по оркестровым партиям. Для этого искали партии в Национальном архиве, в библиотеке музыкального колледжа. И вот здесь как раз большую помощь оказали наборщики нот. Ноты набирали в Красноярске. Это Елена Воронцова, музыкант нашего симфонического оркестра. Она набирала сочинение Хурушола Дамба. Сочинение Ростислава Канденбиля по рукописным партитурам, по оркестровым партиям набирала Ирина Александровна Корнева. Это заместитель директора по учебной и воспитательной работе музыкального колледжа Красноярска имени Иванова-Радкевича. В Кызыле вокальные сочинения набирали два композитора. Это Урана Хамушку и Чойгана Камбусамдан. В этом проекте работает большая, такая слаженная команда. И эта же команда в том году принимала участие в проекте «Енисейская акварель» Владимира Тока. Напомните, пожалуйста, об этом проекте, потому что «Енисейская многие... акварель» Владимира Тока. Да. «Енисейская акварель» Владимира Тока – это был первый проект Красноярской краевой филармонии. В рамках проекта мы также записали сочинение Владимира Тока на диск, и музыку сочинения Владимира Тока издала фирма «Мелодия». Провели два концерта, один в Красноярске и один в Кызыле. Сделали сайт Владимира Тока, издали его симфонические партитуры в Красноярске, и симфонические партитуры были разосланы по библиотекам Сибири, по концертным различным организациям, ну и, конечно же, прислали в Туву. Их распространили по учебным заведениям, по библиотекам. Записи, мне рассказали, которые мы сделали с Красноярским симфоническим оркестром, аудиозаписи, разослали по музыкальным школам, в музыкальное училище, и теперь студенты и учащиеся музыкальных школ Тувы и Кызыла на музыкальной литературе слушают и проходят сочинения Владимира Солчаковича Тока по записям, которые сделал Красноярский симфонический оркестр. Прекрасно. Я думаю, что эти записи прослужат многие десятилетия, может быть, века, не знаю. Михаил, скажите, пожалуйста, каким вы видите будущее вот этого проекта, или это строго в рамках возможностей гранта? Ну, безусловно, сейчас мы придерживаемся тех требований, да, которые заложены в гранте. Я надеюсь, что будет продолжение этого проекта. Впереди есть еще одна юбилейная дата – Алексея Черголола. Если все сложится, мы надеемся, что в следующем году у нас получится сделать проект, посвященный еще одному выдающемуся тувинскому композитору. Михаил, у вас есть какими словами обратиться к нашим любителям музыки, нашим телезрителям, жителям? Я хочу всех жителей Тувы, города Кызыла, пригласить 6 июня в музыкально-драматический театр Кокуола на концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Ростислава Канденбиля и 80-летию Хурушола Дамба. И приглашаю 7 июня в театр Кокуола на открытие 8-го международного симпозиума Хомей. В первом отделении концерта мы выступим вместе с вашими знаменитыми группами, горловиками. А во втором отделении исполним знаменитую во всем мире симфоническую сюиту Шахерезада Римского-Корсакова. Поэтому всех ждем на концерте. Приходите. Мы всем будем очень рады. Михаил, спасибо вам большое за участие в нашей программе. Желаем вам успешных гастролей. Спасибо.
дальнейших творческих успехов. Спасибо. Уважаемые телезрители, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и до встречи на телеканале Тува-24.